Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Обогнать и перевыполнить в Якутии завоз жизнеобеспечивающих грузов находится на завершающей стадии. Наблюдение пациентов по всей республике. Центр лечения глаукомы открылся при офтальмологической больнице. 9 медалей получили якутские сельхозпроизводители на выставке «Золотая осень» в Москве. Расскажем об этом подробнее. Субсидии на 95 миллионов рублей получили обладатели дальневосточных гектаров в Якутии. Общая сумма поддержки получателей земельных участков за весь период реализации составила 95 миллионов рублей в республике. В настоящее время обладателями дальневосточных гектаров доступно около 35 мер поддержки, среди которых гранты, субсидии и льготы, а также специальные региональные виды помощи. Якутия замыкает топ-4 региона, лидирующих по объему поддержки. Напомню, программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. Жители ДФО могут получить землю бесплатно, при этом предоставляется выбор места и вида деятельности на участке. На сегодняшний день в программе участвует более 96 тысяч человек. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в период навигации в республике находится на завершающей стадии. По состоянию на 4 октября с начала навигации отгружено почти 1200 тонн, что составляет 104% от скорректированного плана. Особое внимание уделяется перевозке угля. Уже отгружено 94% от плана. До пунктов назначения доставлено 89%. Что касается перевозки нефти, то отгружено 99% от плана, а 92% уже доставлено. Также в пути на судах находится 3500 тонн нефти. Отмечается, что перевыполнен план по доставке сельхозпродукции. Айсен Николаев принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия». В ходе заседания предложили и приняли кандидатуры в руководящие составы Государственной Думы, спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя фракции и ее структуру. После совместного заседания Высшего и Генерального совета в партии прошло организационное заседание фракции. «Единая Россия» создала 5 профильных комиссий Генсовета. Их возглавили лидеры списка партий на выборах в Госдуму. А сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем в прямом эфире, сколько человек заразились коронавирусом за сутки в Якутии и принимаемых мерах против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидобстановка сегодня в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В настоящий момент режим повышенной готовности на территории республики по новой коронавирусной инфекции продолжает действовать. На настоящий момент в целом по данному управлению Роспотребнадзора по республике выявлено, к сожалению, вновь подъем новых случаев, 231 новый случай, из них 54,5%, а именно 126 случаев зафиксировано на территории города Якутска. Необходимо обратить внимание, что обращающиеся за медицинской помощью в городе Якутске имеют как постоянную, так и временную прописку, либо находятся здесь в городе Якутске соответственно, без прописки, поэтому сегодня город Якутск достаточно в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации находится, и в нем зафиксировано 126 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Высокий уровень сегодня у нас и сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка продолжается быть в следующих районах республики: Мегино-Кангаласском, Намском. Эти два района на настоящий момент являются наиболее сложными с позиции того, что количество лиц, которые являются по данному управлению Роспотребнадзора заразившимися, оно увеличивается в основном за счет семейных очагов. Необходимо обратить внимание, что именно в Намском районе, Мегино-Кангаласском, все-таки не должный уровень вакцинирования населения, и поэтому основные заболевшие у нас не вакцинированные и тяжелые заболевшие у нас являются невакцинированными гражданами. Необходимо обратить внимание
внимание, что до сих пор остается сложная ситуация в Татинском улусе, где вновь зарегистрировано 8 случаев. И, соответственно, небольшое снижение есть в Вилюйском улусе. А стабильно тяжелыми остаются Алданский, Ленский, Мирнинский улус. И от 1 до 5 случаев зарегистрировано в 22 районах республики. Анализируя в целом ситуацию по республике, необходимо обратить внимание, что ряд улусов нашей республики, это касается прежде всего северных улусов, и сейчас к ним присоединился непосредственно Вилюйский улус, приняли решение об обязательном проведении тестов при приезде в улусы и, соответственно, практически тотальном тестировании всех приезжающих в район для того, чтобы вовремя осуществлять мероприятия, направленные на снижение соответствующих последствий от новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент в тяжелом состоянии у нас находится 152 пациента, на ИВЛ 34 человека. В особой группе риска находятся лица старше 60 лет, не получившие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что по России 98% заболевших – это те, кто не прошел вакцинацию. По республике эта цифра 98,5% – те, кто не прошел вакцинацию. Необходимо также сегодня очень четко понимать, что 8,6% летальных случаев, которые у нас на территории республики фиксируются, это лица категории старше 60 лет. В связи с чем я сегодня обращаюсь как, соответственно, к самим пожилым гражданам, так и, соответственно, к их детям, для защиты своего старшего поколения, бабушек, дедушек, для сохранения семьи. Я бы хотела обратить внимание на получение ими вакцины против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день всего у нас вакцинировано лиц старше 60 лет 47%. Поэтому от общего количества лиц старше 60 лет. Поэтому сегодня, когда непосредственно у нас возникают ситуации заболевших, основные наши больные, которые находятся на койках, это лица старше 60 лет. И большинство из них, как я уже сказала, не получили вакцину вовремя. Поэтому мы еще раз призываем пересмотреть свое отношение и прийти на вакцинацию. На настоящий момент у нас получили первую вакцину 355 241 человек на территории республики. Ревакцинировано уже 13 050 человек. Вторая категория, которая находится под угрозой, это наши дети. На сегодняшний день у нас так и остается 20% больных. Это дети. Медицинская помощь оказывается в соответствующем специализированном инфекционном стационаре как в городе Якутске, так и, соответственно, в районах республики. Кроме того, необходимо обратить внимание, что гриппозная вакцинация, которая на настоящий момент проводится, она должна увеличить свои темпы для того, чтобы в том числе и не произошло миксование инфекции, о чем мы уже не раз говорили на своих брифингах. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе, а мы идем далее. Пациентов с глаукомой врачи-офтальмологи теперь будут наблюдать по месту жительства. Центр лечения глаукомы открылся при Якутской офтальмологической больнице. Сейчас здесь работают 2 врача, которые будут вести наблюдение, лечение и консультацию пациентов со всей республики через специальный регистрационный портал. Но сначала улусные офтальмологи выявляют пациентов с глаукомой и заполняют электронные направления по программе «Медведь». Таким образом, люди с глаукомой, которая может привести к слепоте, имеют возможность получить качественное лечение по месту жительства. Для этого в республиканском центре создали регистр, где записываются все данные лечения. Отмечу, что на учете республиканской глазной больницы сейчас находится около 12 000 пациентов с этим диагнозом. Глаукомный центр отвечает за ведение регистра больных глаукомой. Это тоже наше новое введение. Такого еще не было. Значит, это специальное программное обеспечение, которое позволяет фиксировать каждого больного глаукомой в республике. Там вписываются все данные. Это по лечению пациента, по тому,
откуда он, когда впервые был установлен диагноз, какое у нее сейчас течение болезни. Это позволит в первую очередь сформировать научную базу, это позволит сформировать базу тех пациентов, которые требуют особого внимания, потому что глаукома – это коварное заболевание, которое приводит к слепоте. А далее этот регистр также используется для корректировки лечения. То есть там будет механизм обратной связи между пациентом и врачом. То есть пациент будет вводить данные, какие лекарственные препараты он вводит, в какой периодичностью, пропустил, не пропустил, и, соответственно, врач может видеть, как выполняет пациент эти назначения. В Тампонском районе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также ОРВИ с 4 октября на дистанционное обучение перевели 4 средние школы и столько же образовательных учреждений дополнительного образования в поселке Хандага, селах Крест-Хальджай и Кескил. Решением оперштаба района срок вынужденного домашнего обучения продлится до 10 октября. В образовательных учреждениях Тампонского улуса COVID-19 подтвержден у 11 сотрудников и 18 учащихся. Всего 120 детей сидят на больничном. На удаленку ушли самые многочисленные общеобразовательные учреждения. В райцентре Хандагская средняя школа, где обучается более 650 учащихся, Тампонская многопрофильная гимназия, Крест-Хальджайская и Сосыльская школы. Также учреждения дополнительного образования ЦСКА «Алроса», Центр детского творчества, эколого-биологический центр и ДЮСШ в Крест-Хальджае. На дистант переведено 1170 детей. Школы переведены на дистанционное обучение до 11 октября. И в течение обстоятельств будем смотреть, будем продлевать, либо снимать дистанционное обучение. Малоимущим категориям семей планируется выдача сухих пайков. Стоимость питания определена по району 190 рублей на одного ребенка. В прошлом году управлением образования было приобретено 50 планшетов. Все они сегодня активно используются нуждающимися детьми. К началу учебного года управлением образования на 1 миллион рублей, которые выделила Тампонская администрация, были приобретены дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Их должно хватить до открытия зимника. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Началась льготная подписка на первое полугодие 2022 года. В это время оформить доставку на любимые издания можно с приличной скидкой, причем как в почтовых отделениях, так и на сайте почтового оператора. Во время декады подписки стоимость более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет снижается до 30%. Несмотря на развитие технологий, печатные СМИ остаются для граждан одним из основных источников информации, особенно в регионах. Льготная подписка продлится до 14 октября. Сельхозпроизводители из Якутии получили 9 медалей на отраслевых конкурсах Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Так, в номинации за производство высококачественной пищевой продукции 2 золотые медали выиграли ООО «Батамайская» из Ленского района. ИП Заморщикову наградили золотой медалью за натуральный цветочный мед. Кроме того, предприниматель завоевала 5 серебряных наград за разнообразные наборы чая. Также за оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства золотую медаль вручили Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Якутии. Мы следим за развитием событий, продолжим говорить о новостях на телеканале «Якутия-24». Не переключайтесь.